Привет, YouTube! Сегодня у нас в новостях. Председатель Госдумы России встретился с президентом Таджикистана. Объявившего себя богом кыргызстанца обвинили в разжигании розни. Таджикский боец ММА Лойк Раджабов победил друга Хабиба Нурмагомедова, и последнее. Футбольная сборная Таджикистана встретится в товарищеском матче с Малайзией Циами. Также в описании видео есть тайм-коды с нужными новостями. И прошу тебя, напиши комментарии под видео, буду очень благодарна. Ну что, РФТМ? В рамках подготовки к ноябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 в группе F национальная сборная Таджикистана проведет товарищескую встречу со сборной Малайзии. Матч состоится 9 ноября на национальном стадионе Букит Джалил в Куала-Лумпуре и начнется в 20 часов 45 минут часов по местному времени, 17 часов 45 минут по душанбинскому, сообщает Федерация футбола Таджикистана. После таджикский боец Лойк Раджабов вышел в полуфинал Лиги профессиональных бойцов, ПФЛ, и продолжит борьбу за $1 миллион в матчах плей-офф на турнире в Лас-Вегасе. В полуфинале ПФЛ 2019 плей-офф в легком весе в бою против россиянина Ислама Мамедова 18 октября Лойк Раджабов победил единогласным решением судей 30-27, 30-27, 30-27. Ислам Мамедов тренируется с именитым Хабибом Нурмагомедовым вместе. Лойк Раджабов вышел в финал ПФЛ 2019 Championship, где 31 декабря 2019 года встретится с бразильцем Натаном Шульте. Лойк начал свою профессиональную карьеру в 2012 году и на данный момент провел 16 боев, из которых победил в 14, сыграл в ничью в одном и проиграл в одном матче. Принимал участие в турнирах таких промоушенов, как ПФЛ, ГГК, Associated Press, встречался в поединках с такими соперниками, как Бурак Кизелермак, Фируз Кабилов, Христос Муратиди и другие. МВД Кыргызстана возбудило уголовное дело по факту выступления Арстанбека Абдылдаева, он же Арстан Алай, который объявил себя богом, передает Иа Фергана. Дело квалифицировано по статье Уголовного кодекса возбуждения расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды, розни. Арстан Алай объявил о своей божественной сущности в интервью в конце сентября. Бог наделил одного человека вселенской энергией, Арстана Алая, и поэтому я считаю себя новым богом. Я выполняю данную мне свыше миссию, сказал он. В том же интервью эзотерик пообещал, что в 2020 году президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков будет вынужден уйти с поста, а его место займет сам Абдылдаев. 16 октября об этом заявлении вспомнили на заседании Жагорку Кенеша, парламента. В ответ на вопрос одного из депутатов председатель Госкомрелигии Заирбек Эргешев сказал, что текст выступления Арстана Алая направлен на экспертизу. Вероятно, это и была экспертиза на наличие признаков разжигания религиозной розни. Абдылдаев участвовал в президентских выборах 2011 года и набрал 0,47% голосов избирателей. Но широкую известность он обрел несколькими месяцами позднее, когда заявил на пресс-конференции, что в 2012 году настанет золотая эра, и что жизнь на Земле произошла от кыргызов. Фраза эзотерика «Зима не будет» стала интернет-мемом. Сам он поясняет, что глобальное потепление вызвано его силами, и скоро на планете настанет вечное лето. В 2017 году Абдылдаев вновь принял участие в выборах, но набрал даже меньше голосов, чем в первый раз. Сейчас Арстан Алай ведет передачу на телеканале Next TV, уверяя, что способен заряжать зрителей энергией, как Анатолий Кашпировский. Сегодня, 19 октября, во Дворце нации в Душанбе состоялась встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным. На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития таджикско-российских двухсторонних и многосторонних отношений, сообщает пресс-служба главы государства. Стороны отметили важность укрепления межпарламентских связей в рамках стратегического партнерства, как фактор содействия в развитии всего комплекса многогранного сотрудничества между двумя странами. Были обсуждены и вопросы своевременной реализации достигнутых ранее договоренностей, развития сотрудничества в сферах экономики и торговли, привлечения инвестиций в экономику РТ, усовершенствования связей в сферах сельского хозяйства, промышленности, образования и науки, культуры, миграции, техники и военной отрасли. Ситуация в регионе и мире, в частности, политическая обстановка в Афганистане и новые пути усовершенствования борьбы с негативными явлениями современного мира, усиление совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом,
незаконным оборотом наркотиков и другими проявлениями организованной транснациональной преступности также стали предметом разговора Эмомали Рахмона и Вячеслава Володина. Глава государства отметил эффективную деятельность российских вузов, МГУ, МИСИС, Институт энергетики РЦУ, а также обратил внимание спикера Госдумы на необходимость ускорения реализации проекта строительства 5 общеобразовательных школ на русском языке в регионах Таджикистана. Между тем, передает РИА Новости, Володин отметил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном. Товарооборот между Россией и Таджикистаном за прошлый год вырос почти на 25%, сообщил спикер Госдумы. Эмомали Рахмон, в свою очередь, отметил, что Россия является для Таджикистана ключевым партнером. Володин в ходе переговоров в Душанбе также передал теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина. «Благодаря тому, что вы дружите, развиваются отношения между нашими странами», сказал спикер Госдумы. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин приехал в Душанбе в пятницу, 18 октября, вечером. В течение сегодняшнего и завтрашнего дня Володин встретится со спикером Нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджоном Захуровым и другими высокопоставленными лицами страны. Ожидается, что спикер Госдумы и сопровождающие его лица возложат цветы к памятнику Исмаили Самани, а также встретится со студентами и преподавательским составом Российско-Таджикского, Славянского университета. Кроме того, Володин планирует посетить Национальный музей Таджикистана, культурно-развлекательный комплекс Кохи-Навруз и Нурекскую ГЭС.